На совещание по проблемам национальной политики, культуры и родного языка приглашены руководители всех профильных ведомств. Вопросу межнациональных отношений в регионе уделяется особое внимание, но работать с представителями нацменьшинств необходимо в более тесном контакте, говорит Рамзан Кадыров. Поднимать вопрос, что национальная политика была в общем, сейчас регион, что регион, религии, культурные направления, сейчас религии общей политики сейчас народности, сейчас научки, проблемы вопрос, что и вопрос, что ладно, решать здесь отписка заниматься национальная политика, это в таком формате, це юшко проблем, что она выслушает, так, она военнодействник, военнородочник, она реагирует после этого, она Основное внимание уделили проблемам чеченского языка. В некоторых СМИ и учебниках порой встречаются грамматические и лексические ошибки. По словам министра Шайда Жамалдаева, развитию родного языка ранее было посвящено 3 совещания с участием Академии наук и Министерства образования. Для эффективной работы в этом направлении предполагается ввести новые должности в Министерстве по национальной политике. Мы составили проект по общественному совету. Согласно вашего решения, мы проведем первое заседание. Это основные стратегии наметим, как скажете. Но для этого мы в первую очередь уже профессорско-преподавательский состав Исмаилсон, Бартин, Мушутох, Камелдин. У нас рабочая группа есть, которая занимается этим языком. Компьютерный заставщик, группа Петра Кячина. Они работают над словарем, работает другая группа. Отдельно глава республики говорил и об искажении истории войнаха в некоторых трудах чеченских авторов. Любая информация должна подкрепляться авторитетными источниками, подчеркивает Рамзан Кадыров. Это касается и работ известных культурных деятелей, которые пишут о судьбоносных моментах истории своего народа и не договаривают истины. Да, им дючту, еще лучше книги сяджи, за советуешь эксперты, я здесь буду хач. И примерно, Дудаев Муса, вывод чего Аллаха, абсолютно, бух бочум, что я здесь согласен. Таких у нас очень много, Хажа, если книги сядь, эксперты, совет, хош, я здесь, бух бочу, хава истории, он должен адрес, дождь, тадак, или ще это звати книжно, я го издасно. Или перепечатный издасно. Деятели культуры и те, кто по долгу службы следит за сохранением самобытности чеченцев, должны смотреть в будущее, развиваться в профессиональном смысле, продолжил глава республики. Стереотипное мышление некоторых специалистов с опытом работы еще в советское время необходимо оставить в прошлом, считает Кадыров. Абсолютно у них подход к политике, которую мы проводим, абсолютно делов нет. Они сегодня стараются, большинство из них значимость свою показывать. Вот хабально был, я с ним разговариваю, они абсолютно, я говорю, давай, достоверность, хагайтан ашдюч, что гуман, что историк, что бошиш, профессор, что доктора, что бошиш, вот целый, годами, белых бошиш, бин был. Ну давай, бин был белых, реально, покажи мне, вот бух бош, фактами покажи мне, докажи, что вот в этом ты прав. У них нет обоснования. Эксперты советуют по главе республики. Он принимает программу, он выехал, просто программу принимает в войнах. Там столько ошибок, и никто ничего не говорит. Хорошо, что он хоть балды изучил. Разговаривал с специалистами. Когда он начинает, он поднимает вопрос, да, действительно, и мы туда. Вот задавай вопрос, мы посмотрим, программу принимать и начнем. Как это деятельность, эксперты? Спектакль принимать, что вот сега азели сабеха эксперты советы, хайки, последний весь перевод, я всех слушаю, орон, элементарно, что эстадиш, явное нарушение еще середай. هذا بيستغل أصبح شو دق كمان توصل على بيع دوتشتر إنه أجديك شو ريز واتس خلي لا دات элементарно دوتشتر مش قال حقول دلدو. Делать правильные выводы из собственной истории, чтобы не повторять ошибок прошлого. Эта мысль стала ключевой на совещании. Рамзан Кадыров призывает всех быть ответственнее за будущее народа. У нас всегда втягивали вся эта хаос, потому что вы не говорили правду. Вы б дек телевизор банду, Ахмад Аш, вы б ледиез, вы б дек диез.
Да, действительно, работу, конечно. До сих пор, этот контингент, они не хотят говорить правду, конечно. Либо образование, и экономика, башку, есть там министр, министр, сядь, вот собой тянет, абсолютно, сбоку, схаваем, вот, на все, преподаватель был, профессор, абсолютно, вообще все видно, что это у него до сих пор до 60-70 год, что видно, что он живут на сегодня, нас использовали везде, зачем опять же подставляться перед государством, перед народами, зачем нам это все нужно? На деятелях культуры лежит большая ответственность, говорит глава республики, обвинять СМИ или другие официальные источники в незнании языка или своих традиций, и при этом оставаться в стороне никто не должен. Ответственность за это лежит на каждом. Я не смотрю специально, принципиально не смотрю наш канал и не слушаю радио. Принципиально, почетный гражданин Чеченской Республики, кавалер ордена Кадырова, народный артист России, он принципиально не смотрит наш канал, потому что мы не говорим на чеченском правильно. Ошибка. Какой подход у него? Это вообще абсолютно. Я говорю, если вот это такой подход, ногтем отбить. А человек гидон, Иордан абеш дон, Европа абеш, Азия абеш, человек гидон, дер рейс холшун канал бош. Человек канал да хадон тон, мосо дистер дор дер бош. Человек вы ногтем мет дон, сидишь не дон, учителяшен, звание слуш, машину слуш, квартиру слуш, афна слуш, мосо мадуш, день чеченского языка дин, мосо мадин дон, лиош да все это. Хадяж дон, я дон. И ложки сад я дон. Это hoogstoot, jij bent hier hoogstoot dan. Samen dan, острый, против доступа вопрос hoogstoot dan. На встрече обсудили развитие казачества в республике. Как отметил Рамзан Кадыров, казачьим центром в рамках республиканской программы руководством региона оказывается всяческая помощь. Находят поддержку и православные христиане. Ежегодно на Пасху им предоставляют бесплатный транспорт для поездки в церковь, а жители республики, несмотря на национальность и вероисповедание, участвуют в очистке христианских кладбищ. Такого рода субботники необходимо провести и в эти дни, отметил Рамзан Кадыров. Кроме того, по поручению главы региона будут улучшены жилищные условия священнослужителей. Что касается жилья, вот для священнослужителей, да, я буду выделять фонды, и плюс, если у них нет транспорта, то транспорт тоже выделю на День Пасхи, на праздник священнослужителей, которые находятся у нас на территории республики. Священники должны получать достойную плату за свой труд, говорит Рамзан Кадыров. За их неоценимый вклад в духовное воспитание православных жителей республики по поручению главы каждый из них будет получать не менее 15 тысяч рублей денежного вознаграждения ежемесячно. Шайд Джамалдаев сообщил еще одну приятную новость. Благодаря договоренностям главы республики с министром регионального развития России прошла финальный этап, целевая программа, в рамках которой планируется строительство культурных центров и Дома дружбы в Чечне. Из 50 регионов страны, подавших заявку на участие, 39 прошли, среди которых и Чеченская республика. Завершая встречу, Рамзан Кадыров пожелал успеха в реализации нового проекта и поручил министру финансов оказать содействие в оперативном решении финансовых вопросов. Исполнение всех поручений, прозвучавших на совещании, будет курировать руководитель администрации главы правительства Магомед Даудов. Магомед Дизидов, Джамал Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской республики. Новости.